полдень, солнце и -5 на столбике термометра. Именно так в конце марта начинается и продолжается зимняя Ибица. Очевидно, что легкий морозец надо воспринимать лишь как приятное дополнение. Ибо румяные щеки, улыбки и отличное настроение стали в этот день пропуском в финно-угорский этнопарк. А Чукча в Чуме ждет рассвета, а рассвета зимой в тундре нету. Первым делом гости Ибицы попадают на фестиваль национальных видов спорта. Прыжки через нарты, стрельба из лука и винтовки, метание бревна, топора и саперной лопатки. Охотничьи забавы здесь на любой вкус. Самым капризным оказался лишь довольно прозаичный спортивный снаряд – обычный валенок. Валенок – это практически как бумеранг летит. Он не летит по прямой траектории, он закручивается. И очень трудно рассчитать. На выбор посетителей сразу 2 чума. Один из них многообещающе зазывает ароматами традиционного блюда коми-ижемцев – оленьего супа. Неудивительно, что ради такого кушания некоторые гости решили променять городскую суету на прелести тундры. Суп без приправ. Просто оленина и просто бульон. Вкусно. Вот сейчас мясо еще кусочек дадут, только попробовать. А пока бульон только поет. Вкус такой, напоминает чем-то говядину. Очень вкусно. Оленина. Бульон вкусный очень. Мало того, что один стаканчик выпили, попросили 2-й стаканчик бульона вот этого. В соседнем чуме Молчуна, пища духовная. Это некая зона отшельничества и медитации, желающих насладиться таинственной атмосферой древних стихий и восстановить внутреннее равновесие оказалось ничуть не меньше, чем любителей свеженькой ленины. В качестве угощения здесь чай по особому рецепту. Заваривается тоже по определенному обряду, то есть тоже необычный чай. Главное условие пребывания в этом чуме – молчание. Условие, в общем-то, трудновыполнимое для одного из главных гостей фестиваля – известного телекомментатора Дмитрия Губерниева. Уже на 7-й минуте я понял, что что-то в моей жизни не хватает, но если быть серьезным, то очень энергетика, я такой чувствительный довольно-таки человек. И такие, знаете, покалывания начинались уже в ладошках. Дмитрий Губерниев, которого природа, к слову, ростом не обидела, рассказал, что как только приземлился в Сыктывкарском аэропорту, он разогнал тучи руками. Именно поэтому погода в спортивный праздник разгулялась. Впрочем, приятное впечатление от встречи с нашей республикой ему подпортила дорога из столицы Коми в старинное село Иб. У меня есть серьезные вопросы к тем людям, которые никак не сделают дорогу от Сыктывкара сюда, потому что это ужас. И, пожалуйста, напишите, пусть им будет стыдно перед нами, потому что вот Дарья привыкла в Беларуси ездить по хорошим дорогам, у нас так не всегда, к сожалению. Поэтому, товарищи ответственные работники, если вы не почините дорогу, тогда мы вас не пустим на турнир мастеров просто и все. Для юных коллег по Перу зубр российской журналистики провел мастер-класс. Телекомментатор советует им читать книжки и учить иностранные языки, не бояться быть смешными и делать свою работу весело. По его словам, люди научились быть серьезными, но разучились улыбаться, а это в корне неправильно. Бояться еще никогда не надо. Вот вы сейчас задавали вопрос, молодой человек, вы дрожали как осиновый листок. Не надо бояться. Бояться можно уже было, когда там мы сюда по плохим дорогам ехали. Журналист признается подрастающему поколению. Вбить гвоздь или вкрутить лампочку ему не под силу. Зато комментатор преуспел в любимом деле. Это такое интимное дело для меня, во всяком случае. Поэтому, конечно, комментарий с кем-то вдвоем, я это практикую нечасто, как вы знаете. Это как спать в чужой постели. Или там, не знаю, в плацкартном вагоне, где неудобно. Мне везло, у меня были партнеры, с которыми, не знаю, как с любимой женщиной, комфортно. Чтобы быть хорошим комментатором, например, в синхронном плавании, делится Дмитрий Губерниев, нужно знать ровно 3 вещи. Рассказывать, что наши женщины самые красивые в мире, что у наших женщин самые красивые в мире купальники, и что у некрасивых соперниц купальники тоже некрасивые. Дмитрий припомнил и недавний инцидент с тренером женской биатлонной сборной Павлом Ростовцевым. Журналистика, предостерегает телекомментатор, профессия опасная. То есть тот момент, когда ты обращаешь на то, что тренеры нашей сборной так отлично тренировали команду, что ничего не выиграли, в аэропорту вас могут подстерегать неприятности, уважаемые друзья. Поэтому будьте аккуратны. В это время главная сцена фестиваля превратилась в площадку для благотворительного аукциона в помощь 3-летнему ухтинцу Никите Клокову. Для лечения за рубежом мальчику требуются огромные деньги. Чтобы ему помочь, российские спортсмены и олимпийские чемпионы прислали на Ибицу свои вещи. Всего удалось собрать более 20 000 рублей. Это очень благородная затея, и
Пожалуйста, будьте щедры и будьте добры. Первый лот – толстовка царицы Олимпийского Сочи Дарьи Домрачевой. Чемпионка не расставалась с ней на протяжении всей последней Олимпиады. Начальная ставка – 500 рублей. Размер универсальный. Размер называется «Вперед к победе». После 10 минут напряженного торга толстовка уходит с молотка. Борьба за нее развернулась нешуточная. 10 тысяч рублей! 3! 10 тысяч рублей! Хедлайнер нынешней Ибицы – Его Величество биатлон. Поэтому страсти вскипают ближе к вечеру на импровизированном биатлонном полигоне. В центре внимания гостей этнопарка необычная гонка, в которой принимают участие 3 смешанные команды. Одна целиком состоит из представителей сборной республики. 2 других разбавили 3-кратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и 2-кратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. Состав, согласитесь, поистине звездный. Участникам предстоит преодолеть круг в четверть километра и огневой рубеж. Риторические шедевры Дмитрия Губерниева придают удивительному действу особый колорит. Посмотрите, как строен и красив Сергей Чепиков. Это настоящий, но он пока не тянет на Илью Муромца, потому что он строен, как Алеша Попович мирового биатлона. Сергей Чепиков, 2-кратный обладатель Кубка мира, чемпион мира, 2-кратный олимпийский чемпион. По словам известного комментатора, то время, когда национальную сборную пополнят спортсмены из Коми, не за горами. Впереди Олимпийские игры в Корее, и стоит поднапрячься ради любви к биатлону. К слову, она же собрала сегодня здесь представителей столь разных спортивных поколений, потенциальных звезд биатлона из нашей республики и звезд уже состоявшихся. Не так-то просто попасть спортсменкам. Посмотрите, пока только одна мишень закрыта. Да, стрельба себя подкачала у наших спортсменок. Бегут штрафные круги. Вот что значит непривычные условия, пневматическая винтовка и близкая мишень. Если бы на расстоянии 50 метров, девушки, безусловно, попали бы, как мы знаем. Вся надежда на ребят. На стрельбу дается 5 основных и 3 дополнительных патрона. Но даже такое количество зарядов не спасает биатлонистов из Коми. Они регулярно проходят штрафные круги. Посмотрите, какой круговорот событий. Девушки с улыбкой преодолевают штрафной круг вокруг беседки. Это фантастическая беседка. Давайте пожелаем, когда с ними будут ухаживать их молодые люди, пускай приглашают на свидание именно сюда, в эту символическую беседку. Дорогой, у нас с тобой сегодня штрафной круг. На протяжении всей гонки лидирует команда Дарьи Домрачевой. Поэтому белорусской биатлонистке на последнем этапе нужно лишь спокойно пройти трассу. 3-кратная олимпийская чемпионка делает это уверенно и ни разу не ошибается на огневом рубеже. А вот Сергею Чепикову сложнее. Полковнику, как прозвали спортсменов сборной, нужно догнать молодого соперника. Там на дальних подступах Сергей Чепиков, как лучшие годы. Супер коньковый ход нашего мега-олимпийца. 5 из 5 Домрачева, когда надо, попадает на все 100. Вот это стрельба чемпионской команды, браво! Дарья Домрачева, круг почета чемпионки. На протяжении всего дня в этнопарке проходит турнир по саамскому футболу. И финальную игру в сарафанах комментирует, конечно же, Дмитрий Губерниев. Голос российского биатлона трансформировался в голос саамского футбола. Спортивный журналист подошел к новой для себя миссии с юмором и непрерывно шутит. Такого накала, такого напряжения саамский футбол не помнит, как сегодня. Если бы знали саамы, что они придумали, что изобрели. Обратите внимание, на самом деле, уважаемые мужчины, кто захочет познакомиться с прекрасной девушкой вот в этих воротах, это мужик. Хотя ему, черт побери, так идет этот прекрасный костюм. Вы представляете, как бы здорово играл саамский футбол Андрей Аршавин в таком фартуке? Со стыда забил бы все. Честно говоря, уважаемые друзья, я понял бы, кто из наших, например, артистов, кроме художественного коллектива Надежды Бабкиной, отлично смотрелся в этом костюме. Давайте пригласим играть в саамский футбол Бориса Моисеева. Кто за? Браво! Я с удовольствием передам Боре об этом пожелании сыктывкарских друзей. Кто сказал и Пенкину тоже? 2-е место забронировано Киркоровым. Спокойно. Если когда-нибудь ему доведется комментировать чемпионат мира по футболу, обещает Дмитрий, то он непременно вспомнит, что первые свои шаги в этом отношении делал, комментируя саамский футбол в республике Коми.
Этот любимец женщин в оранжевых кроссовках. Этот Брэд Питт самского футбола. И снова посмотрите, как бережно он сжимает этот мяч. Вот так же здорово, между прочим, играл Вячеслав Малафеев в тот период, когда у нас были с ним отношения холодные. Теперь все хорошо. Единственная представительница команды СГУ. Как разъяренная фурия в центре поля. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, девчонки схлестнулись друг с другом. Комментатор отчаянно ждет гола, но обе команды стойко защищают ворота. С такими вратарями, отмечает Дмитрий, много голов не забьют. Почему-то никто еще не спрятал мяч под юбку. Дайте хоть посмотреть, как это выглядит. А, вот как это выглядит. Неплохо. Сыктывкарский государственный университет. Тоже, кстати, очень хорошее упражнение для дикторов центрального телевидения, чтобы учились выговаривать. Сыктывкарский государственный университет. А то, знаете, эти люди, которые сыв, тык, мрык и так далее. Есть такое у нас еще из последних сил. Я тренировался, готовился долго. Победителей выявляют по серии пенальти. Первый же мяч Сыктывкарского университета влетает в ворота противника. Чтобы сравнять шансы на победу команды «Волонтер», Дмитрий Губерниев решается на хитрость. Вот, вы в шапочке белой, идите ко мне, идите скорее, 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 скорее. Значит, подходите к паре и говорите, ну как ты красавчик, вот так что. Вот вратарь, смотри, то есть, ну так, предкрасавчик, ты такой клевый вратарь, давай дойдем с тобой сюда чуть-чуть. Ты все время отходи, но он скажет, я так не могу. Не. Ну что ж, все-таки, спасибо большое. Все-таки наша хитрость не удалась. И команда Сыктывкарского госуниверситета добилась успеха. Для меня футбол, конечно, был исторический сегодня, потому что я, в принципе, его комментирую, практически не комментирую, на самом деле. Но меня покорили и девушки из команды «Волонтеры», и самое главное, конечно, девушка, которая за Сыктывкарский государственный университет, одна фактически в компании ребят. Мне кажется, что из этого можно делать очень хорошее шоу. И тут я уже сегодня предложил вариант, когда, допустим, летом девчонки играют в мини-юбках и на шпильках. Победители и побежденные утирают подолами слезы горя и радости. А Дмитрий Губерниев отправляется комментировать биатлонную эстафету на охотничьих лыжах «Лямпах». Понять бы сейчас, что делают прекрасные женщины. Как бы говорят о том, что мы вас ждем дома. Оберег. Вот что не хватает нашим биатлонистам, когда они с Бьердальным бегают рядом. Оберегов! В следующий раз, когда буду критиковать женскую сборную по биатлону, буду с оберегом на всякий случай в Шереметьево прилетать. Или с коми-охотником, да. Он так со времен гражданской где-то бродил в этих лесах. Я-то подумал, что просто вы последний белый офицер, который, да, как после ледяного похода Капеля, да, все это время от большевиков скрывался, и вот только сегодня «Крым наш!» сказал он так, и пришел. Ура! Участники соревнуются и в скорости, и в меткой стрельбе из мелкокалиберных винтовок. После старта ветераны гонок на лямпах пытаются выйти вперед, оставив позади молодежь. Но уже с первой минуты понятно, первыми к финишу придут молодые спортсмены. Напишу я письмо о тебе, о себе. Прочитаешь эти строки, все как будто во сне. Расскажу, где я был, почему не забыл. Мои глаза и губы, помнишь, как я их любил? Финальный аккорд фестиваля поставили звезды дискотеки 90-х. Группа «Отпетые мошенники» представилась уже слегка повзрослевшим, но по-прежнему неунывающим коллективом. В это же время другие знаменитые гости Ибицы делились с журналистами своими впечатлениями о зимнем празднике. Дарья Добрачева рассказала о том, как встретилась с Раисой Сметаниной. Очень много фактов интересных для себя узнала. Ну, вот, хотя бы тот факт, что Раиса Петровна вообще выросла, то есть детство ее прошло в ЧУМе. Ну, то есть меня вообще эта новость шокировала. По мнению Дарьи, Ибица – достойный пример для других регионов. А вот Анатолий Алябьев уверен, что такой спортивно-развлекательный праздник – отправная точка становления в нашей республике биатлона, которому олимпийский чемпион пророчит в Коми светлое будущее. По их словам, сочетание шоу, спорта и народного праздника – очень даже перспективное направление.